كنت خرج محاكم يايو. Чуть-чуть бухах беш даю. Свет мух балажа даю, из до утра халсыгт. Улицы Розы, Люксембург, Энгельса, Дзержинского, Комсомольская, Калинина и десятки других жителей. Каждый из них все как один жалуются на регулярные отключения света. Если в других районах и городах региона подачу электричества приостанавливают из-за аварийных ситуаций, впоследствии грозы или сильного ветра, то здесь, как оказалось, достаточно легкого дуновения. Яхья Аздуев проживает на улице Дзержинского не один десяток лет. Проблемы со светом уже стали привычным явлением как для его семьи, так и для всех соседей. Соседи могут даже булбали свет дается. Сарги вачхи кадр дخلنا ده حل او شيء يا ور بار اتسني وتحن تمبرلت. Сарги дahus хабяка хуцу нетягы саз бог лилбури. Этого бы не было. Вчера из-за сильного ветра и грозы без света около 6 часов просидел практически весь город. Ну а лампочки жителей улицы Дзержинского загорелись лишь в 2 часа ночи. Вследствие непогоды здесь одновременно были оборваны электропровода в различных точках. Было произведено вынужденное отключение высоковольтной линии 6-10 киловольт для восстановительных работ. Состояние линий электропередачи всем видно невооруженным взглядом. Вот и не выдерживают никаких погодных нагрузок. مرخص حتى أغيم يايو. نتوش دمخك مرخص حتى أغيم. كشوا خالديجا. دايو أي تعلم مسكت. Такие же жалобы и на улице Розы, Люксембург. Школьники жалуются, только за вчерашний день электричество здесь выключали 4 раза подряд. Местные жители уже боятся включать технику. Больше всего проблемы испытывают с 4-м и 7-м фидерами, которые подают на эти территории электроэнергию. Ну а тем временем местная администрация разводит руками. Большинство линий электропередачи, трансформаторы состоят на балансе муниципалитета. Со слов специалистов Россети, провода абсолютно не обслуживаются, не проводится обрезка деревьев. Те сети, которые состоят на балансе Ингушэнерго, по ним у нас идет ремонтная программа. Практически больше 50% сетей, которые на нашем балансе, мы уже провели ремонт, заменили голые проводы на изолированный СИП. И у нас там уже в несколько раз меньше отключений и меньше обрывов. Соответственно, вот у нас происходит аварийное отключение из сетей сторонних организаций, так сказать. Это частные трансформаторные подстанции, частные линии и линии на балансе администрации и ТП то же самое. Мы их обслуживаем, потому что людям надо подавать свет. Мы при обрывах, при авариях восстанавливаем все это. А обслуживает эти сети Ингушэнерго за счет своих средств и к тому же без прав. По этой причине была инициирована консолидация, чтобы все эти сети обслуживало одно лицо. В данном случае филиал Россети Северный Кавказ. Вопрос у нас по инвентаризации идет у нас. Работа идет. У нас работает специальная комиссия вместе с МРСК. В этом направлении у нас идет работа. Есть у нас консолидация с МРСК. Все, что требуется от местной администрации – подготовить полный пакет документов совместно с Министерством имущества и передать филиалу Россети Северный Кавказ Ингушэнерго. И только после этого они имеют право начать полноценный ремонт или замену электролиний и постепенно наладить подачу электричества. Около 600 объектов уже переданы. Сотрудники администрации, в свою очередь, обещают завершить работу по передаче остальных электроподстанций и проводов на баланс Ингушэнерго в течение нескольких месяцев. Ну а пока местным жителям придется потерпеть электрические перепады. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.